Прибывшие на неделю представители Словакии с первого дня приступили к работе. Их программа пребывания в регионе во многом схожа с визитом делегации из Великобритании, покинувшей республику совсем недавно. В первый день визита они провели рабочую встречу с уполномоченным по правам человека. В делегацию вошли председатели ряда госучреждений этой страны. Они изучили общественно-политическую ситуацию в регионе, чтобы в некотором смысле внести ясность в ситуацию с беженцами из Чеченской республики. Представители МИД России рассказывают, что многие чеченцы, проживающие в Европе, изъявляют желание вернуться на родину. С этой просьбой они часто обращаются в посольство. Речь шла также и о том, что в свою очередь международные организации, а также руководство республики оказывает им всякое содействие. Уже в конце встречи присутствующие заключили устный договор о взаимодействии. В случае необходимости словаки могут напрямую обратиться к чеченским правозащитникам за информацией о том или ином выходце из нашей республики. Знакомство со столицей у словакской делегации началось с общения со своими соотечественниками. Они побывали на стройплощадке спорткомплекса имени Ахмад Хаджи Кадырова, который возводится словацкими строителями. Масштаб этого строительства удивил гостей. Экскурсия по комплексу продолжалась около 2 часов. Гости проявили особый интерес к данному объекту. В продолжении своей экскурсии словаки посетили церковь святого Михаила Архангела. Выслушав историю этого храма, направились в мечеть Сердца Чечни. Следующим объектом стало Министерство труда, занятости и социального развития. Во время разговора делегатов прежде всего заинтересовали меры, направленные на социальное развитие региона. По словам принимающей стороны, в республике функционирует 18 комплексных центров, где гражданам оказываются различного рода услуги. Существуют реабилитационные учреждения как для подрастающего, так и для старшего поколения. Уже осуществлен ряд программ, которые будут способствовать снижению напряженности на рынке труда. Вопрос о трудоустройстве граждан прозвучал и на встрече с министром Чеченской республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации. Здесь уже в неформальной обстановке Шамсаил Саралиев рассказал гостям о восстановлении некоторых отраслей, которые в свою очередь будут способствовать не только развитию республики, но и повышению благосостояния ее граждан. Выслушав Шамсаила Саралиева, делегаты в очередной раз убедились в стабильности нашего региона. В конце встречи гостям передали памятные подарки в память о посещении нашей республики. В пятницу стало известно, что в селении Экажево Республики Ингушетия в ходе спецоперации убит один из главарей северокавказского бандподполья Саид Бурятский. Его настоящее имя Александр Тихомиров. Он входил в ближайшее окружение Дока Умарова и его считают причастным к ряду громких преступлений на территории Ингушетии и Чеченской Республики. В том числе покушению на главу Ингушетии, подрыву Назрановского РАВД, теракту на Театральной площади Грозного в июне 2009 года и последнему взрыву Невского экспресса. Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в интервью журналистам в Грозном, что Саид Бурятский является сотрудником западных спецслужб. Бурятский был незаконно рожденный шизофреник, и он не являлся авторитетом. Из него сделали такого легендарного муджахида. Он уничтожили, что один советский бурятский. И пока они есть, один, если там горит огонь, есть дым, туда будут идти люди. В актовом зале Дома печати прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта. Организаторами выступило Министерство Чеченской республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации. На торжество были приглашены многодетные матери ведомств, которым были приготовлены памятные подарки. В ходе мероприятия в адрес женщин прозвучало много поздравлений, пожеланий и слов благодарности. Все в своих поздравлениях подчеркивали ценность женщины, ее заслуги и мужество, с которым они преодолевают жизненные тяготы своей подчас непростой доли. Особенно много теплых слов прозвучало в адрес женщины-матери. Первым и главным гостем учредительной конференции городского движения школьников «Юные кадыровцы» стал президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. Являясь лидером чеченского народа, он стал примером для подрастающего поколения. На мероприятии также присутствовали председатель Совета алимов Чеченской республики Хожахмед Кадыров, депутат Государственной Думы Российской Федерации Адам Делимханов, министр внутренних дел по Чеченской республике Руслан Алханов, начальник УВД по городу Грозному Али Тагиров и министр образования
образования и науки Чеченской Республики Анзор Музаев. Перед началом торжественной церемонии к собравшимся с приветственным словом обратился мэр столицы Муслим Хучиев, так как именно он является инициатором данного движения. В новый патриотический клуб могут вступить школьники, отличившиеся успешным обучением, примерным поведением и активным участием в общественной жизни своей школы. Первыми активистами патриотического движения стали участники 10 В-класса Грозненской школы номер 38. Они получили грант мэрии как лучший класс столицы. Поздравляя их с присягой, президент Рамзан Кадыров подчеркнул, что учащиеся должны высоко нести звание юные кадыровцы. Новоиспеченные активистов поздравили и остальные гости мероприятия. Они пожелали ребятам удачи и стойкости духа. В своей речи председатель Совета алимов Чеченской Республики Хожа Ахмед Кадыров отметил, что сегодня республика нуждается в молодежи, которая станет последователями пути первого президента Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырова. После напутственных слов руководства республики ребята приняли присягу и получили символику клуба «Юные кадыровцы» из рук самого президента Рамзана Кадырова. Начало уже положено, теперь движение «Юные кадыровцы» будет организовано во всех столичных школах. Активисты призваны стать образцовым примером для своих сверстников. По поручению президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова первые 18 членов клуба «Юные кадыровцы» были поощрены денежными премиями в размере $1000, которые выделил региональный общественный фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова. Руслан Абдуллаев озвучил некоторые условия проекта под названием «Эхо», в котором представлены 10 мультипликационных фильмов. Цель проекта – развитие и распространение вайнахских традиций и обычаев. К ним также написаны музыкальные композиции, которые представляют собой аранжировки народных произведений, а также песен собственного сочинения, которые пока не получили широкий резонанс. Мы подумали, что этот проект все-таки внесет свой вклад в дело воспитания. Да, наглядность. Это, в первую очередь, в современном мире молодые люди как более восприимчивы к видеоряду. Это реалии современные. Видеоряд, сопровождающийся музыкой, популярной музыкой, аранжированной. Я думаю, понравится нашим молодым. Этот технический вид спорта впервые появился в России в 1910 году. С тех пор он крепко закрепил свои позиции на спортивной арене. Не меньшей популярностью он пользуется и в нашей республике. На чемпионате России по авиамодельному спорту, обойдя мастерство международного класса, спортсмены из Чеченской Республики в классе модели воздушного боя заняли призовые места. Теперь ребята готовятся к чемпионату мира. В авиамодельном виде спорта Раим Ингаев самый юный механик. Его работа заключается в умении быстро и качественно запускать двигатель авиамоделей. Эта работа требует ювелирного мастерства. Воздушный бой – самый зрелищный вид в авиамодельном спорте. От его участников требуется незаурядное мастерство, ведь время боя ограничено 4 минутами. В нашей республике этот вид спорта появился в 2000 году. С этого времени и началось триумфальное шествие наших спортсменов к Олимпу славы. Руководитель наурского роста Десаов прилагает все усилия для развития спорта в своем районе, для того, чтобы их чемпионы завоевали медали у себя на родине.